Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май для тельцов. Посмотрим, что ждет по декадам. Поделим месяц на 3 части. Итак, основная карта на весь месяц. Замечательная карта старшего аркана «Мир». Первая декада, первые 10 дней мая. Девятка жезлов. Вторая декада, середина мая. Старший аркан «Отшельник». И на конец месяца, последняя декада, это восьмерка мечей. Итак, основная карта «Мир», то есть все, что вас пугало, все, что не решалось, да, все перестает существовать или отходит на второй план, у вас все начинает получаться, вы здесь достигаете какого-то очень большого результата. Вообще вот эта карта «Мир» – это карта как раз большого достижения, выхода на новый уровень, такой прорыв, когда вы сами себе и другим доказали, что вы хороший профессионал, что вы можете справиться с любой ситуацией. В общем, здесь карта, когда вы и люди, да, то есть вы перед людьми очень в выгодном свете. Если, допустим, эта карта касается отношений, то отношения очень приятные. Если была ссора, вы помирились. Если вы и так хорошо общались, да, то у вас такое единение душ. Это человек просто вам настолько подходит, вы чувствуете его как себя, это как ваша половинка, то есть как бы максимум хорошего в отношениях. Очень часто эта карта показывает приобретение нового статуса в отношениях. Это брак, либо рождение ребенка, либо бабушки, дедушки и так далее. То есть когда мы переходим из одного звания, так сказать, в другое. То же самое и карьеры касается. Может быть, здесь какое-то повышение, назначение на должность. Если это бизнес свой, то здесь какой-то очень хороший результат в проектах, выход на новый уровень. Особенно если вы работаете через интернет, то здесь вот прекрасная возможность для того, чтобы вот выходить на мировой уровень. Кроме того, по этой карте хорошо покупать валюту, да, иностранную и так далее. То есть карта выигрышей каких-то, карта, когда мы можем, кстати, вот в судах за себя постоять, выигрываем в судах. В общем, ну, очень хорошая карта во всех абсолютно случаях. Когда мы общаемся, кстати, с людьми статусными, которые могут нам в чем-то помочь, создать протекцию и так далее. Итак, первые у нас 10 дней, начало мая. Здесь девятка жезлов. Карта говорит о том, что период заканчивается, и вам нужно с этим что-то делать. То есть здесь у нас еще Юпитер в рыбах. То есть получается так, что вся наша удача и вот желание развиваться, желание выходить за рамки, оно пока еще ограничено. Но мы можем все-таки что-то делать. Мы можем выбрать что-то одно, что вот можно делать в этих условиях и дальше вот двигаться. В любом случае, эта карта у нас хоть частичного, но, как сказать, выигрыша, да, то есть в любом случае нужно что-то делать. Раз это жезлы, это действие обязательно. И, конечно же, тогда удача нам улыбнется. Может быть, эта карта связана с анализом ситуации. Допустим, вы много что умеете, и вот что именно подойдет в нынешней ситуации, что именно сейчас нужно делать, и вот это очень важно, как бы сделать вывод, разобраться с этим. Кроме того, это может быть работа там в офисе и в одиночестве, да, или может быть это работа на дому, может быть вы привыкли, допустим, общаться с людьми, руководить вот лицом к лицу, а теперь вам приходится это делать удаленно, то есть, но в любом случае здесь как бы из всего опыта, который у нас есть, мы выбираем какое-то одно направление и действуем, и знаем, что нам придется все-таки что-то менять, это оканчивается какой-то период, и мы уже дальше не сможем так действовать, как раньше. Нужно будет обязательно как-то по-новому. Новые связи, новое окружение, по-новому вести дела и так далее, и так далее. А теперь посмотрим, что будет во втором периоде. У нас здесь выпадает старший аркан Отшельник. Карта говорит о том, что очень важно тельцам в середине мая все-таки понять, куда вы идете. Если здесь вот вы еще
стараетесь проанализировать ситуацию и есть возможность как-то действовать немножко по-старому, да, то вот в середине месяца вы понимаете, что уже нужно определяться, как дальше-то, что в будущем ждет. То есть вы должны быть, вы должны быть полезны людям. Что у вас за такие таланты и способности есть, которые вы можете применить на благо обществу, и тогда вы сможете хорошо зарабатывать, и тогда вы сможете быть востребованы в профессиональной деятельности. Эта карта также очень часто связана с мудрыми людьми, с преподавателями, учителями, профессионалами своего дела. Может быть, нужно будет поучиться у какого-то человека, который вот в выбранном вами направлении может действовать. Или, может быть, вам просто нужен такой момент тишины, да, когда вы соберетесь с мыслями и решите, куда вам дальше идти. Но в любом случае, смотрите, на этой карте очень оптимистичный такой вот рисунок, да. Человек держит в левой руке, левая рука у нас отвечает за интуицию, в левой руке держит фонарь, и фонарем этим освещает себе дорогу. Фонарь как признак самого лучшего и светлого в нас. То есть вот мы должны понять, что же действительно вот в нас есть такое, что может светить и нам, и всему миру. И тогда у нас будет определена цель, мы будем знать, куда идти, и нам станет легче жить. И тем более, что здесь у нас как бы темное время суток изображено, да, то есть действительно ситуация сейчас нелегкая, и нужно каким-то образом поддержать в себе надежду, выбрать направление, да, и дождаться того самого времени, когда уже все прояснится, станет легче жить. А вы в это время уже подготовите себя к новому, к новой жизни. То есть вот карта таким образом нам говорит. Кроме того, эта карта еще и связана с целителями, там, врачами, медсестрами. Может быть, кому-то потребуется помощь, и нужно обязательно обращаться к врачу и действовать по инструкции, принимать там медикаменты и так далее. То есть это очень важно, потому что ну, как бы здесь нельзя махнуть рукой, чтобы само прошло. Нет, здесь нужно обязательно обращаться к людям, которые могут вам помочь. Кроме того, эта карта еще и организации дня, правильного питания, когда мы выбираем какой-то режим для себя, не только в работе, да, но и вот в обычной жизни, каждодневные какие-то у нас тут дела идут. То есть нужно, скорее всего, тут перестраиваться. Ну и опять же, здесь у нас нарисован как бы дом, да, скорее всего, нужно ориентироваться на то, чтобы работать на дому. То есть мы идем к дому, да, то есть вот именно туда наш путь пролегает, и, скорее всего, наша будущая деятельность будет связана как раз с работой на дому, с удаленной работой, когда мы не зависим ни от чего и ни от кого, и можем оказывать свои услуги, получать за это оплату и ни о чем не беспокоиться, то есть реализовать себя, свои способности, таланты, профессионализм, реализовать в любых условиях. Днем и ночью можем работать, да, и когда нам удобно. Теперь третий период мая, это у нас восьмерка мечей. Карта говорит о том, что придется уже начинать что-то делать, а нам будет очень страшно, нам будет хотеться все оставить как есть, и мы будем просто цепляться за вот ту ситуацию, которая вот нас сдерживает. То есть мы сами понимаем, что нам нужно двигаться вперед, и мы уже знаем даже, куда идти в принципе. Но все-таки цепляемся за обстоятельства, за прошлое и никак не можем заставить себя двигаться дальше. Вот здесь у нас ветряная мельница на заднем плане говорит о том, что нам нужно здесь все-таки выходить из ситуации, нам нужно двигаться постоянно, нельзя оставаться в таком положении, нельзя чувствовать себя связанным по рукам и ногам и думать, что у нас есть какие-то сложности, преграды в том, чтобы реализовать себя. На самом деле мечи – это просто мысли. То есть наши мысли не дают нам двигаться. Мы сами себе создаем эти преграды. Мы стоим на месте. Вот судя по тому, как здесь девушка изображена, она вполне может развернуться и пойти своей дорогой. Но нет, она стоит привязанная, да, как будто бы она
как бы оградила себя вот этими мечами. То есть получается так, что мы сами себя загоняем в такую ситуацию жертвенности, мы обвиняем всех и не берем на себя ответственность. Ну, это как плохой вариант. И как хороший человек, осознав вот то, что он делает, он начинает предпринимать какие-то действия. Вообще у нас 8 мечей, карта астрологически связанная с Юпитером в Водолее. Юпитер – расширение, Водолей – свобода, освобождение. Да? То есть когда мы берем на себя ответственность и действуем как-то по-новому. Мы ни с кем не связаны, мы ни от кого не зависим, и в этом наша сила. Это дает нам возможность выходить за рамки, это дает нам возможность какие-то социально новые абсолютно знакомства, связи завязывать. Это дает возможность расширяться и обучаться, и выходить на новый уровень, может быть, даже как бы с другими государствами начинать контактировать. Но в любом случае здесь у нас карта, которая говорит о том, что нужно использовать какие-то новые методы, тот же самый интернет, да, для того, чтобы начинать что-то новое. Ну и также карта говорит о том, что если вам тяжело в одиночку двигаться, нужно найти людей-единомышленников, да, с которыми у вас одни и те же интересы, и начать двигаться вместе с ними. Тогда это будет намного легче и будет как-то больше у вас возможностей. Давайте посмотрим, что ждет тельцов. Посмотрим отношения, что ждет тех тельцов, которые пока еще не в паре в мае. Вот может быть встреча. Карта старшего аркана влюбленные. Сама о себе говорит, да. Скорее всего, появится человек, с которым вам будет очень хорошо и комфортно. И человек, приняв которого в свою жизнь, вы можете ее поменять до неузнаваемости. Очень хорошие возможности для тельцов мая открываются. Теперь для тех, кто в паре. Здесь выпадает карта жрица. Это карта человека, который очень терпеливо принимает своего партнера, не навязывает свое мнение, очень мудро себя ведет. Эта карта также связана у нас не только с домом, недвижимостью, семьей, но еще и с творчеством, да, но здесь творчество просто как выражение своей личности, то есть мы берем свои таланты, да, вот здесь вот мы тоже по этой карте их нащупываем на себе и начинаем развивать, да, и в общем мы в отношениях не партнеру себя посвящаем, да, а мы посвящаем время себе, мы развиваем свои таланты. Да, наш партнер может заниматься тем же самым, он тоже может развиваться, он тоже может учиться, реализовываться и так далее, творчески как-то по-новому, да, но больше все-таки здесь акцент на себя. Здесь нет желания как-то вот зависеть от партнера или, может быть, навязывать ему там свое мнение, да, в общем, каким-то образом на партнера давить или зависеть от него. Нет, тут каждый сам занимается собой, своей жизнью, каждый старается сам себя развивать, выходить на новый уровень, и это вот самое как бы гармоничное состояние, потому что мы вроде бы вместе, да, это двоечка, и в то же время нам очень комфортно самим по себе. То есть у нас есть не только общие семейные цели, да, но есть еще и цели, которые для нас лично есть, да, то есть развивают нас. Очень хорошая карта для тельцов в мае выпадает. Теперь для тех, кто в ссоре. Здесь у нас туз пентаклей. Карта говорит о том, что будет шанс помириться, но опять же только шанс, если будете правильно себя тут как бы позиционировать, да. Карта говорит о том, что здесь не должно быть лишних эмоций, здесь не должно быть каких-то необдуманных решений. Нужно спокойно подходить к этому вопросу, разговаривать, все ставить на свои места и настраиваться на то, что этот человек вам как бы на долгие годы дан, да, если вот вы можете представить его с собой всю жизнь, да, тогда миритесь, если не можете, то тогда лучше от него откажитесь, потому что вот эта карта стабильная, то есть это шанс на хорошую, долгую, стабильную жизнь.
Теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, замечательная возможность у тельцов выпадает найти ту работу, которую они искали. Это карта высокого профессионализма, это карта начальственных каких-то должностей. Но здесь вот нужно будет брать на себя ответственность, может быть, это будет страшно, но карта говорит о том, что если вы не попадаете под чью-то зависимость вот в плане материальном, да, денежном, или, может быть, еще как-то вот люди могут вами манипулировать, тогда это для вас просто замечательный вариант. Очень хорошая возможность проявить себя, свои какие-то практические навыки, занять высокое положение, заработать себе имя, статус, получить. Для тех, у кого уже есть работа, здесь тоже все меняется, перемены. Тем более это у нас 8 чаш, это перемены, которые очень тяжело эмоционально переживаются. То есть вы хотели бы все оставить как есть, но это невозможно, и вам приходится идти в новое, а чувства у вас все-таки цепляются за старое. Очень тяжело отпустить. Но карта говорит о том, что все-таки это необходимо, жизнь просто не дает другого варианта. Это у нас 8. Карта, когда обстоятельства решают, хотим мы или не хотим, мы должны подчиниться, потому что по-другому нельзя. И здесь самое главное тоже воспользоваться шансом. Да, тут поезд ушел, то есть если вы не воспользуетесь вовремя, вот в мае этим шансом, то он может и не повториться. То есть именно сейчас нужно впрыгивать в последний вагон, так сказать, да, и начинать что-то новое, разворачиваться в направлении будущего. Вообще 8 чаш очень интересная карта. Это карта Сатурн в рыбах. Рыбы, они у нас и так как бы показывают изоляцию, показывают, что мы сами за себя отвечаем, сами на себя ответственность берем. Или они показывают какие-то рамки и сложности, когда мы не можем двигаться вперед. И Сатурн тоже нас ограничивает, да. Но Сатурн, он хотя бы нам дает возможности себя проявить. То есть чем больше мы работаем, тем больше мы получим, да. То есть здесь есть возможность все-таки проявить себя вот профессионально. Но вернуться в старое мы уже не можем. Здесь хоть как нужно уже настраиваться на что-то новое в профессии. Может быть, обучаться придется, потому что все-таки здесь чаши. Может быть, вы занимались нелюбимой работой, и она вас держала, да, а теперь есть шанс вот реализоваться именно вот в том направлении, которое вам нравится. И если надо этому учиться, ничего, можно приложить усилия. Или, допустим, устроиться на такую работу, где вы можете и работать, и обучаться одновременно. Теперь для тех, у кого свое дело. 6 жезлов говорит о том, что есть возможность замечательная какой-то проект завершить, причем очень удачно. 6 жезлов, опять же, карта Юпитера. Юпитер во Льве. Лев, когда мы показываем себя, свое лицо, когда мы занимаем какую-то высокую должность. Это карта, знаете, начало даже какого-то партнерства, да, и все это дает прекрасный результат. 6 жезлов, вообще карта очень такая праздничная, да, когда мы достигли того, к чему стремились, и очень этому рады. Причем мы не только себя благодарим за то, что получилось, да, за то, что победили, но и чувствуем благодарность ко всем тем, кто нам помогал, кто в этом участвовал. Очень хорошая будет, хороший май для тельцов, то есть есть возможность решить все свои вопросы, выйти на новый уровень. Кроме того, здесь есть возможность, кстати, работать с инвестициями. Вот если, допустим, у вас работа каким-то образом связана с инвестициями, очень хороший месяц тоже для вкладов, для того, чтобы прибыль получить, для того, чтобы привлекать инвестиции в свое дело. Так, что еще тут можно сказать? Может быть, даже вы весь месяц должны быть на виду для того, чтобы у вас был результат. Если, допустим, вы привыкли работать
ну, как-то незаметно, да, то вот в этом месяце это не получится. Нужно обязательно привлекать к себе внимание, тогда будет все хорошо. Давайте посмотрим финансы. Так, в финансах замечательная карта выпадает колеса фортуны. Это тоже у нас карта связана с Юпитером, а Юпитер это и есть у нас выигрыши, это улучшение в карьере, это привлечение каких-то крупных денег, инвестиций. В общем, все, что только можно сказать хорошего, все здесь на благо идет тельцам. Единственное, что игра, да, если вы знаете за собой, что у вас есть вот такая привязанность, зависимость даже какая-то игровая, да, то вот ни в коем случае нельзя допускать этого, потому что можно проиграться здесь. Вот здесь вот именно это значение карты, оно в обратную сторону проигрывается, здесь нет тогда удачи. То есть здесь удача только в том смысле, что мы можем что-то сами сделать, мы можем как-то сами вложиться, свою активность проявить. Если мы даже играем, да, то здесь выигрыш приходит просто от судьбы какой-то, сам собой. Если же мы стараемся участвовать в каких-то, ну, короче, какие-то игры у нас, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, допустим, мы играем там в лотерею, или мы играем там в компьютерные игры, или играем в автоматах, или еще как-то, да, в казино. То здесь вот есть проблема. Тут можно проиграться очень крупно, потому что мы тут ничего не вкладываем. Мы хотим получить, ничего не вложив. А по этой карте невозможно здесь хорошего результата. Поэтому будьте осторожны с игровой зависимостью. Лучше вообще этого избегать. Если какой-то выигрыш и приходит в этом месяце, то только сам собой, когда мы этого не планировали. Так, посмотрим совет на месяц для тельцов. Опять же, карта старшего аркана «Сила». Карта говорит о том, что нужно держаться, нужно быть сильным, нужно управлять ситуацией, не поддаваться эмоциям. Все должно быть четко, разумно. Также эта карта очень часто связана с влюбленностью, да, может быть, карта рекомендует как-то к отношениям подходить, ну, как-то более серьезно, да, то есть чтобы уделять отношениям больше времени, больше сил туда вкладывать. Если у вас уже есть партнер, то нужно, чтобы отношения ваши как-то обновились, чтобы в них стало больше страсти. Если у вас нет партнера, то вот есть прекрасная возможность для того, чтобы найти такого человека, встретить, да, создать отношения. То есть нужно этому уделять внимание. Кроме того, эта карта вообще счастья. То есть нужно стараться в любых ситуациях поддерживать в себе вот это вот ощущение счастья от того, что мы живем, счастья от того, что даже если трудно, у нас есть возможности какие-то, у нас есть там руки-ноги целые и так далее. То есть вот это чувство благодарности тоже в себе культивировать. А также эта карта еще и власти. Если предлагают, допустим, вам какую-то должность высокую, нужно брать, соглашаться, брать на себя ответственность. Или, допустим, эта карта очень часто показывает свое дело, такое небольшое, да, не то, что это какая-то огромная организация, большое предприятие, а просто вот небольшой такой свой бизнес. Тоже карта говорит о том, что если вы всегда мечтали, вот прекрасное время для того, чтобы это начать. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.